Доброе утро, друзья! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. Мы рады вас приветствовать. Понедельник, 27 января. Январь Уже, просто летит. Отличное настроение. Надеюсь, вы выспались и полны сил перед рабочей неделей. Да, итак, давайте узнаем, какие же памятные даты на сегодня. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается сегодня, именно 27 января. С 8 сентября 1941 года фашистское кольцо сомкнулось вокруг Ленинграда, в котором блокированными оказались более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Начавшийся голод, усугубленный бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, привел к сотням тысячам смертей среди жителей. Но ленинградцы продолжали трудиться, работали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. Подростки работали на заводах, заменив отцов, ушедших на фронт. И лишь через 872 дня после сложнейших боевых и военных операций блокада была снята. Ну и также сегодня, 27 января, отмечается День освобождения Освенцима. Освенцим был освобожден в 1945 году войсками Первого Украинского фронта. Крупнейший фашистский лагерь массового уничтожения Освенцим находится на территории Польши. В итоге освобождения было освобождено несколько тысяч заключенных, которых нацисты еще не успели убить. Благодаря быстрым действиям советской армии гитлеровцы не смогли уничтожить не только узников, но и следы их преступлений. За время существования Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Поэтому сегодня отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Также 27 января 1967 года подписан межправительственный документ «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства», включая Луну и другие небесные тела, ставшие основой международного космического права. На сегодняшний день договор подписали более 100 стран, а это значит, что все они признали космос общей территорией и договорились использовать Луну и другие небесные тела только в мирных целях и не использовать в космосе любого рода оружия и создание военных баз, сооружений и укреплений. Да, действительно, лет 30 назад это было сложно представить, Ну да. и сейчас мы можем обсуждать, кто будет работать и как он будет работать на Луне. Далее давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные Улусы – утро минус 23, минус 36, днем минус 19, минус 28. Заречных – минус 29, минус 51, днем минус 23, минус 39. Южные – минус 9, минус 21, днем минус 11, минус 15. Вилюйских – минус 28, минус 52, днем минус 7, минус 18. Нижнеленских – минус 31, минус 38, днем минус 24, минус 28. Западных – минус 8, минус 13, днем минус 6, минус 10. В Колымо-Индигирских – минус 30, минус 42, днем минус 31, минус 38. В Янских – минус 40, минус 48, днем минус 35, минус 41. На северо-западе минус 27, минус 31, днем минус 28, минус 31. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 33 градуса, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер восточный 2,5 метров в секунду, днем ожидается минус 27, минус 29 градусов. Ну что ж, погода нас балует весь январь, но говорят синоптики, что февраль будет прохладнее, чем обычно. Да. Итак, мы хотели бы напомнить, что к Году памяти и славы, приуроченную к 75-летию Великой Победы, редакция утренней программы «Новый день» НВК «Саха» объявляет флешмоб. Концепция проекта: коллектив в количестве не менее 10 человек исполняет песню «Катюша» на стихи поэта Михаила Исаковского, на музыку Матвея Блантера. Песню можете исполнить на мобильный телефон. Важно, чтобы телефон находился в лежачем положении. Отправите на электронный адрес утро@mail.ru или на Инстаграм @утро_НВК-Саха. Желаем всем удачи и надеюсь, что вы будете принимать активное участие. Ну, я думаю, нас просто завалят видео, песню эту все любят. Друзья, настроение у вас отличное. Я надеюсь, что когда вы просыпаетесь, первым делом вы улыбаетесь и желаете доброго утра своим родным и близким. Обязательно делайте это, ведь как день начнется, так и пройдет.
Всей стране доброе утро. И, значит, землякам с Якутии большой привет. Значит, живите радостно, с большим подъемом сил, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы не мерзли, чтобы были счастливы в этой стране. И дай вам Бог всего доброго и волшебного. Доброе утро, республика. Передаю привет своим родным. Пусть этот день будет удачным. Я желаю всем доброго утра, самое главное здоровья и пожилым людям побольше той терпимости, которая вот сейчас у нас. Привет, привет, республика Саха-Якутия. Передаю привет своей семье. Желаю всем хорошего времяпровождения, здоровья, счастья. Скоро весна. Крепитесь. Вот такие отличные пожелания. Я тоже передаю доброе утро моей семье, которые сегодня проснулись без меня. Так же и я. Ну что ж, часто ли вы делаете ревизию своей аптечки? Конечно же, пакетик или тюбик какого-нибудь лекарства остается просроченным и неиспользованным. Как правильно утилизировать и чем чревато неправильное хранение, смотрите в нашем следующем репортаже. Практически в каждом доме есть аптечка, в которой хранятся и нужные, и не очень лекарства. От хронических болезней, препаратов скорой помощи. Как правило, не выбрасываются также препараты, которые назначались врачом и остались неиспользованными. Меня зовут Надежда Юрьевна Склярова, мне 58 лет, я пенсионер, не работающий. И у меня такой вопрос. У меня, когда начинаю дома аптечку просматривать, очень много лекарств, которые просроченные. Лекарства не дешевые, лекарства дорогие. Что мне делать с теми, которые не подошли мне? Они полные, абсолютно одну-две таблетки, если выпила, и полное лекарство. Вот как быть? Что же делать со всем этим добром? С вопросом Надежды Юрьевны мы направились к специалистам. Обязательно смотрите срок годности лекарства. Насколько долго вы можете применять это лекарство. То есть, если вам врач назначает новое лекарство, с каждым разом все новые таблетки или растворы, например, для приема внутрь, то если срок годности позволяет, это лекарство может храниться, например, 2 года. При создании домашней аптечки необходимо помнить, что все лекарства должны содержаться в определенных условиях, указанных в инструкциях к препаратам. И если требования не выполняются, то эффективность таблеток, мазей, настоек уже никто не сможет гарантировать. Когда выбрасываем лекарство в мусорный мешок, в мусорный бак, то должны смешивать таблетки несъедобными продуктами. Это могут быть порошки химические или те же чайные пакетики могут быть без запаха. Попадая на почву, в воду, загрязняется окружающая наша среда, экология, тем более при расщеплении лекарства выделяют токсические вещества. И помните, что у лекарств нет так называемого запасного срока годности. Вышел срок – утилизируйте, но делайте это правильно. Мария Павлова, Арсен Степанов. Новый день. Якутск. Ну что ж, действительно, надо будет локализовать все просроченные лекарства. У тебя лекарств много бывает? Я буквально месяц назад делала генеральную уборку, и примерно треть лекарств у меня полетела в мусорку, оказывается, да? Друзья, ну а мы продолжаем наш эфир. Наверняка многие из вас знают величайшие династии актеров, режиссеров, и, значит, работников театров. Ну, а я предлагаю посмотреть следующий сюжет и окунуться в мир прекрасного, побывать в мастерской целой династии художников. На 4-м этаже старенькой четырехэтажки в небольшой комнате царит абсолютно творческая среда. Ежедневно в этой художественной мастерской среди красок и холстов, косторезных инструментов рождается прекрасное. Любовь к косторезному искусству у меня привил отец, народный художник Якутии Амудаев Николай Данилович. Мы находимся в мастерской, моей мастерской, которая мне досталась. Здесь работал мой отец в свое время, а до отца здесь работал народный художник России Терентий Васильевич Амосов. Здесь мы работаем втроем. В основном мой зять, это Винокуров Александр Анатольевич, и Амудаева Нюргиана Александровна, тоже выпускница Красноярского художественного института, она живописец. Александр Анатольевич – зять Амыдаевых, МЧСник по профессии, по призванию своему мастер-косторез.
После дежурства бежит в мастерскую, чтобы поскорее взяться за свои материалы, окунуться в мир прекрасного. Отец 6 детей впервые для нашей программы показал свою домашнюю коллекцию изделий своих детей. У меня 6 детей. Старшая Нюргияна, она живопись закончила в Красноярске. И старший сын отучился в Якутском художественном училище по Косторезу. И в данное время учится в Санкт-Петербурге, в Репинке, там по скульптуре. Аина, средняя дочка, она закончила тоже художественное училище. И работает. Учась в АГИКе, тоже не забывает, вот эту работу делает, она еще докончит, наверное. Времени нету, как сейчас направление. И младшие 3. Его дочь Нюргуяна – выпускница художественного училища, единственная из всей семьи, кто профессионально занимается не резьбой, а живописью. Живопись – это у нас новое направление в нашей семье получается. Не всегда восхищала именно живопись с детства. А к нам гости приходили, помню, дедушка, друзья дедушки, художники, живописцы, и меня всегда восхищали именно полотна. Династия Амыдаевых. Так просто, но так емко называется выставка, на которой представлена целая история семьи до 3-го поколения. Главный экспонат – чарон авторства Николая Даниловича Амыдаева. А это кресло было сделано к его 50-летнему юбилею, которое по сей день бережно хранят его дети и внуки. Сейчас мне тоже 50, вот это какая-то параллель такая происходит. Вот. И в 50 лет мне было в то время 14. Вот. И я также участвовал, хоть и не именно построение, вот чисто в шлифовке, полировке, вот это черновая работа, да. Но это для меня очень дорого, как память об отце. До середины февраля вы тоже можете успеть насладиться выставкой «Династия Амыдаевых». Мария Павлова, Семен Афанасьев. Новый день. Якутск. Вот, да. Действительно, стоит сходить, насладиться прекрасным и удивиться, какие у людей золотые руки. Друзья, ну а если вы сейчас находитесь в поиске работы своей мечты, своего предназначения, то, Да, внимание! примите к экрану, дорогой соискатель. Главный электрик энергомеханической группы 0,5 ставка. Требования: высшее образование, стаж от 1 года. Заработная плата 23 тысячи рублей. Требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту здания. Образование среднее 11 класс, заработная плата 30 тысяч рублей. И требуется уборщик производственных и служебных помещений. Образование не имеет основного общего, заработная плата 28 тысяч рублей. Вот такие варианты, друзья, так что, если что, Да. обращайтесь на биржу труда. Да. И не только такие, кстати, там есть. Да. Женя, боишься ли ты летать? На самом деле вообще не боюсь. Наверное, это связано с тем, что родители меня возили на самолетах с 6-месячного возраста. Поэтому в самолет зашел, сел, расслабился, спишь. Ну, отлично, потому что есть очень много людей, которые боятся полетов. И чем больше ты думаешь о полетах, тем больше боишься. Эскалация страха. Да, а о том, как вести себя при полете, давайте узнаем в следующем сюжете. Мы не откроем для вас каких-либо революционных методик по борьбе с аэрофобией, которые раз и навсегда избавят вас от боязни полетов, а просто расскажем вам о том, как можно бороться со своим недугом и боязнью. Что же делать, чтобы отвлечь себя от мысли «Господи, я лечу»? К примеру, вы уже сели в самолет, и он готовится к полету. Начинайте отвлекаться. Вариантов существует масса. Включите музыку, фильм, скачайте игру на смартфон и увлеченно в нее играйте. Идеальный вариант – взять в самолет то, что нас увлекает. Неважно, фотоаппарат это, спиннер или вязание. Важно полное увлечение процессом. Самая страшная часть полета, конечно же, взлет. Здесь, кроме звуков, самолет может проходить через различные тучи, облака, маневрировать, из-за чего возникает ощущение отрицательной перегрузки. И вы начинаете чувствовать, что вы падаете. Почему нам так кажется? Все то, что наше тело воспринимает как эффект падения, всего лишь результат изменения самолетом скорости набора высоты. В момент, когда самолет занимает определенный эшелон, наши кресла в воздухе описывают фигуру в виде размашистой буквы «Г» и испытывают небольшую перегрузку, как на американских горках.
Для этого случая есть очень хороший лайфхак. Во время взлета или турбулентности необходимо просто поменять положение своего тела на согнутое. В таком положении мы менее восприимчивы к перегрузкам. Самый простой способ перестать думать, что происходит за окном, почему самолет трясет и что с нами вообще происходит, просто разговаривать. Общайтесь со своим соседом, возьмите его за руку. Разговор – это уникальная вещь. Вы действительно забываете о всем происходящем и пытаетесь слушать своего собеседника. Даже если рядом с вами сидит незнакомый человек, просто скажите ему, что вам страшно. Ведь ничего в этом страшного нет. Максимально отключайте свой мозг, поскольку когда самолет трясет, вы начинаете думать, что вы упадете, а не о том, что это самый безопасный вид транспорта. И последнее. Перестаньте бояться. Начните летать чаще. Ведь как бы это странно ни звучало, чем больше вы летаете, тем меньше вы боитесь. Мягких вам посадок. Ну, вот такие простые советы, действительно, да, чтобы перебороть свои страхи. Да, и главное помните, что самолеты гораздо-гораздо безопаснее, чем машины. Они падают очень-очень редко. Ну да, это говорит статистика. Мы бы хотели напомнить, что в прямом эфире работает наш номер WhatsApp, по которому вы можете отправить поздравления, привет своим друзьям, родственникам, знакомым по номеру 8 914 279 22 62. И, кстати говоря, у нас гости, и вы можете в любой момент задать интересующий вопрос. Допустим, сегодня мы будем говорить об открытии турсезона туркомплекса «Орто-Дойду». Да, действительно, Да, и у нас в республика гостях... у нас очень лакомый кусочек с точки зрения туриста, и об этом Да. нам сегодня расскажет Марьяна Матвеевна Андреева. Да, доброе утро. Совладелец Доброе туристического комплекса «Орто-Дойду», депутат городской думы. Доброе утро, Марьяна. Проснулись рано, красивые, нарядные, проснувшиеся. Очень приятно видеть таких обаятельных женщин с утра пораньше. Ну, собственно, туркомплекс «Орто-Дойду». Все на слуху, но все-таки что туда входит? Туда входит, да? Но очень радует, что в последнее время интерес к туризму значительно возрос. С развитием социальных сетей, конечно, наши фотографии про Якутию, они взрывают интернет. И много туристов хочет приезжать в Якутию, мечтают приехать. И, конечно же, основным таким ключевым местом силы и энергии Якутии является наш туристический комплекс «Орто-Дойду». Наш туристическому комплексу в этом году уже будет 20-й год. То есть это уже достаточный срок для бизнеса. И знаете, местом для «Орто-Дойду» и вот это название «Орто-Дойду» был основателем и идейным вдохновителем этого места был наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Именно он выбрал это место, и в свое время там построили вот это вот первое здание ресторана. Нет, даже не комплекс, там вначале был только ресторан один. И этот ресторан был построен просто на голом месте, на лоне природы. Это какой? 40 какой километр? Это 49-й километр Покровского тракта. Конечно, сейчас вокруг обросло уже другими строениями. В том числе, когда на сегодняшний день «Орто-Дойду» из себя представляет, конечно же, этот традиционный ресторан, который был построен 20 лет Вот сейчас, тому назад. собственно, он есть у Да, нас на он экране. есть. Но потом мы дополнили его 2 гостевыми домиками в позапрошлом году. Это гостевые домики на 8 человек, рассчитанные каждый. Благоустроенные, то что там есть душ, туалет, горячая, холодная вода. Да, есть такие туристы, которым это очень необходимо. Это очень необходимо. Ну, конечно же, мангальная зона, там стол, кровати, постельное белье предоставляется, как в лучших местах. Здорово. На лоне природы. На лоне природы. В прошлом году мы построили большой навес на 450 квадратных метров, где можно проводить мероприятия, я думаю, до 400 человек. Ого. То есть большие корпоративы, свадьбы, юбилеи, вот там очень можно комфортабельно провести. В прошлом году мы его построили, было мероприятие многофункционального центра, и со всей России съехалось порядка 400 представителей многофункциональных центров со всей России. Вы принимали всех этих Да, и гостей, мы принимали этих гостей, и к этому событию мы построили вот этот навес. Они были нашими первыми клиентами, мы очень волновались, торопились.
И что самым примечательным, мы же на лоне природы. Естественно, благоустройство мы знаем, какое бывает обычно. И когда вот организаторы, руководители сказали, что наши российские гости не поймут наших благоустройств, условий, да? Полупоходных да, иногда, полупоходных. И поэтому к этому дню мы, ну, именно вот это нас заставило побудить построить благоустроенный туалет на лоне природы со всеми, ну, с раковинами там, с На определенными самом деле вот этот местами. формат, когда справляются какие-то большие массовые мероприятия, вот в шатрах, мне кажется, вообще замечательно. Если есть вот эти вот самые бытовые условия, то Ну, это это гораздо вообще лучше, шикарно, чем да. душный ресторан Да, в городе. Конечно, это очень, потому что природа в Орто-Дойду очень красивая. Прямо место само человека наполняет силой, энергией. Оно дает фантазию для новых мечт, новых целей. И вот этот, когда ты даже туда приезжаешь, этот чистый воздух, который Да. тебя наполняет. И вот с этой целью-то мы и построили эти гостевые дома, потому что когда человек туда приезжает, ну, скажем, на несколько часов, да, приехать там справить... Это суета. Это да, вот это суета, да, банкет там справить. да. Он не может насладиться всей красотой. Вы представляете, вот мы построили гостевые дома, человек, ну, вечером, ну, там, после обеда приезжает, там, вечером с друзьями посидит, да, потом они ложатся спать, и утром они просыпаются там в 7 или 8 или даже в 6 утра. Выходят на улицу, это невообразимые вообще эмоции на самом деле, да? Встретить солнце, почувствовать запах травы, да. И вот именно в тот момент ты реально ощущаешь вот эту вот силу, энергию, для чего ты здесь, что ты здесь делаешь, да? И вроде получается, что ты совсем недалеко от города, то есть примерно... Да. Ну, наверное, 50 минут езды, 45-50. По хорошей дороге, да, кстати, по что хорошей немаловажно. дороге, что немаловажно. Каждый может это себе позволить. Если даже нет машины, мне кажется, сейчас вот через сервис InDriver или через другие Всё таксомоторные, легко, это все легко и просто там достижимо. буквально, наверное, доехать, ну, иногда 200, иногда 300 рублей бывает. Да? Марьяна Матвеевна, а вы в своем комплексе отдыхаете или работаете? Как вот вы отдыхаете? Наполняетесь Конечно, мы силой? больше работаем, но время от времени мы отдыхаем, потому что именно в этом месте нужно ночевать. Ночевать, чтобы насладиться всей этой природой. И время от времени оно все равно как бы тянет. И помимо этого, комплекс же это не только этот туристический дом, там отличный ресторан с отличной кухней. То есть вот это вот ты на лоне природы, у нас еще такие вот аркообразные большие окна внутри ресторана. Да, с отличным И видом. С отличным видом. Жень, И- ты была, наверное? Я нет. Еще Я не была? слушаю прямо и думаю, вот у меня есть цель какой-то, Цель. да, пунктик, который я Пунктик. должна в этом сезоне выполнить. Кстати, Да. Марьяна Матвеевна, ну а в наступающем сезоне что у вас новенького? В наступающем Наверняка же был сезоне, ну, брейнштурм по да, осени, вы что-то придумали, Вот да? 2 февраля у нас будет открытие туристического сезона. Вот уже, совсем, Да, на выходных. 2020 года, на выходных уже. И с этого момента ресторан и наши гостевые домики, все уже будет работать. То есть уже в любой момент можно приехать, сделать заказ, справить, ну, запланировать уже свои мероприятия. И мы его открываем с одного грандиозного мероприятия 02.02.2020 Магия будет цифр. магия цифр, которая повторится только один раз в тысячелетие. То есть Ну да. следующая такая цифра будет уже 0,3. Да. Но, конечно, для этого должно пройти 1000 лет. И, естественно, в этот день будет очень сильная энергетика. И мы пригласили нашего духовного ну, человека, наставника, да, Кулан-хан. Он очень знаменитый, он ездит по всему миру и рассказывает про якутскую духовность и сам тоже обладает определенной энергетикой. Провести в Орто-Дойду мероприятие Алгыс. Сам Кулан будет Да, давать, сам процедура, ну как бы мероприятие для очищения, Да. благословения, чтобы наши мысли, наши цели, наши устремления на много лет, как говорится, были услышаны нашими богами. Да, ну вот, скорее всего,
людей будет ограниченное, да, количество? Да, к сожалению, на сегодняшний день все билеты проданы. Мы их буквально продали за 10 дней, как Да. только мы начали. Сейчас, конечно, звонят очень много людей, которые вот хотят попасть, но не могут. Но мы же не резиновые, наш ресторан не такой уж сожалению. большой, к Ведите сожалению. трансляцию в Инстаграме, Да. хотя бы так посмотреть. Да, может быть, мы и будем делать. Вы очень хорошую мысль, кстати, подали, да? И мы эту трансляцию будем делать. Хорошо. Ну, весна ближе. Мгм. Уже все ждут, когда закончатся холода, достают свою, скажем так, одежду специальную для прогулок, для горок, для санок. На весну что На приготовить? весну. Да. Ну, весной, вот с марта уже начинается шашлычный сезон. С марта уже. Да, с марта. Душа человека уже тянется к природе, нам хочется Да, этих на свежий шашлыков. воздух. На свежий воздух. Конечно, у нас есть мангальные зоны, у нас есть закрытые беседки. Пусть и там будет даже не жарко, но, по крайней мере, они закрыты, и там будет нормально уютно. Да, А чтобы горки, посидеть. какие-то аттракционы? У нас детьми есть приехать. горки, есть. Конечно же, возле нас находится самый северный зоопарк. Да. В пешей доступности, можно туда сходить. Но я надеюсь, в этом году еще откроется Актем-парк, который тоже находится совсем через недалеко, дорогу. да. Мгм. Можно там на горках очень покататься, потом приехать к нам и в этой красивой, в теплой обстановке покушать, посидеть, да, насладиться шашлыками. И обычно вот май-июнь у нас сопровождается, вот это испокон веков было, выпускными. У нас выпускных бывает много, начиная с детских садов. Выпускные очень детишки с родителями любят выезжать, прямо Ну, бронируют как раз заранее. погода же хорошая. Да, и погода хорошая. Ну и детям просто, да, на природе Конечно, побыть. они там вдоволь бегают, играют. 4 классы у нас справляют выпускные. Тут, конечно. 9 классы у нас справляют выпускные. Ну и, конечно же, 11-е. В принципе, самые торжественные выпускные – это 11 классы. Одной из таких особенностей, почему очень удобно проводить у нас выпускные, это является то, что там полноценные, да, накрытые красивые столы с белыми скатертью. То есть это эстетика для, ну, как бы для торжественных моментов. Можно выйти на улицу и провести разные игры для детей. То есть они не будут просто вот так сидеть и 4 кушать, да, стенах, в 4 стенах, а могут выйти на улицу, поиграть, побегать, вот эти вот. И еще плюс для старшеклассников, конечно же, у нас есть там охотничий домик. Да. Это двухэтажный деревянный домик с отдельно выделенной территорией. И они после банкета туда как бы плавно перемещаются. И там еще ночуют. Более и приватная обстановка. Да, и там ночуют. И для них это незабываемые дни. Хорошо, ну, к новым проектам еще что-то Да. относится в наступающем году, сезоне? В новом году мы продумали такую фишку. Мы будем хранителями, хранителями посланий. Вот, Ага. хранители посланий. В этом году мы построим специальную стену. И там вот эти вот именно выпускные или встречи выпускников могут у нас оставить свиток. Нет, не фотографию, свиток с послания. посланием на 5, на будущее. 10, на 20 лет. И Да. потом они в следующие года могут прийти Как к нам. капсула времени. Да-да-да, как капсула времени. Ну, вот И замечательно. мы приглашаем всех к нам в туристический комплекс Ортодойду. Бронируйте, потому что летних дней на самом деле не так уж и много. Спасибо, Да, что спасибо пришли. большое. Будем к вам в гости ездить. Спасибо. А мы переходим на перерыв. Доброе утро, друзья! Сегодня понедельник, 27 января, и мы очень надеемся, что вы выспались и полны сил на наступающую неделю. Да, и к нам пришло одно очень приятное сообщение. Доброе утро, Евгений и Максим. Вы у меня друзья. Каждое утро, включая телевизор, вместе с вами пью кофе, узнаю новости и получаю положительную энергию на весь день. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам, добрым утром. Да, что ж, мы переходим к информационной службе новостей. Здравствуйте, в прямом эфире новости, в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня.
Результаты прошедшего года и планы на текущий обсудили главы дальневосточных регионов и Минвостока-развития в Москве на выездном совещании, где руководитель Якутии Сэн Николаев представил основные итоги социально-экономического развития республики. Говоря о транспортной инфраструктуре, глава региона отметил, что при поддержке федеральных органов 2019 год стал ключевым для республики в решении вопроса строительства Ленского моста. Что касается показателей опережающего экономического роста в Якутии, они достигнуты, в том числе благодаря применению дальневосточных инструментов привлечения инвестиций. Отмечается устойчивый рост у нас по всем основным макроэкономическим показателям. Валовый региональный продукт у нас за прошлый год вырос на 3,5%, а рост промышленного производства на 11,5%. Установлены рекорды в добывающей промышленности, в добыче газа на 60% мы увеличились, нефти 14 с лишним миллионов тонн добыта. В рейтинге по индексу развития человеческого капитала занимаем первое место в округе и шестое место в стране. Численность населения у нас увеличилась за год на 2500 человек. А между тем, председатель правительства Якутии назвал районы, которые намерен посетить в ближайшее время. Накануне вечером Владимир Солодов в прямом эфире социальной сети Instagram отвечал на вопросы в режиме реального времени. Среди районов, которые премьер посетит в рамках отчета правительства республики, Нижнеколымский, Чурапчинский, Алекминский, Алайховский и Верхневельюйский. Уже во второй раз в этом году отчет правительства республики начнется с прямого эфира, который состоится 1 февраля в 11 часов. Затем по графику с марта члены Кабмина будут ездить по районам, чтобы непосредственно на местах обсуждать актуальные вопросы с населением. Порядка 500 человек в Якутии за 2 года пройдут переобучение по нацпроекту. Уже определены объемы и показатели, количество работников, предприятий, участников. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено более 18,5 миллионов рублей на следующий год и 15,5 миллионов на 2022. В Якутии провели опрос компаний, претендующих на участие в программе. В итоге получен ответ от 5 предприятий о необходимости обучения 135 человек. Второй опрос начнут уже в феврале. В Нерюнгринском районе жители 250 многоквартирных домов, подключенные к Нерюнгринской ГРЭС и Чульманской ТЭЦ, получили квитанции с перерасчетом. Им провели ежегодную корректировку начислений по фактическим показаниям счетчиков по итогам прошлого года. Напомним, за отопление все жители республики оплачивают равными долями в течение года. Такая модель принята для уменьшения финансовой нагрузки на граждан в наиболее холодные месяцы. Перерасчет произведен по 250 домам, из них 178 домов ушли в минус, то есть сделан перерасчет, и люди потребили меньше, чем им было насчитано в течение года. 72 дома у нас ушли в плюс, то есть начисления были меньше, чем фактически жилой дом потребил тепловой энергии. Ну, то есть пугаться не стоит, это ежегодное? Пугаться не стоит. Такой перерасчет мы делаем в течение года и уже на протяжении многих лет. Согласно постановлений российских и правительства Якутии. Венкийский класс впервые появится в Якутске. Его наберут в следующем учебном году в 26-й школе. С инициативой создания такого класса выступила Ассоциация коренных малочисленных народов Якутии. Основная образовательная программа будет идти на русском языке, а эвенкийскому обучат на отдельных уроках, связанных с национальной тематикой. Также он будет использоваться во внеурочное время и для воспитательных мероприятий. Встречу с кумирами в рамках одноименного проекта провел боец UFC Григорий Попов. В Якутске чемпион мира по тайскому боксу рассказал о победах и поражениях в последних боях. Кроме того, из-за травмы носа боец намерен взять на некоторое время паузу, а пока спортсмен планирует тренировать молодежь. Общение прошло в формате вопрос-ответ. Пришедшие смогли сделать фото, автограф-сессию и посмотреть концерт звезд якутской эстрады. Часть вырученных средств с продажи билетов пойдут на благотворительность. В рамках проекта подобные встречи в Доме дружбы народов будут проходить ежемесячно. Поможем людям, погорельцам, ветеранам, инвалидам. Спасибо Яне Викторовне, что пошла на уступки и организовала такое, можно сказать, что встреча благотворительная и чтобы рассказал, как все проходит. У меня вот сейчас сломан до весны, я точно пока выступать не собираюсь. Буду искать помещение, чтобы открыть свой спортивный клуб, зал, чтобы тренировать молодежь.
Впереди еще много важной и актуальной информации, не переключайтесь. Друзья, ну мы продолжаем наш эфир. И сейчас рады приветствовать в нашей студии молодые, свежие, перспективные умы. У нас сегодня Валентин Иванович Куличкин, технический директор «Зеленой лаборатории», инициатор проекта Green Lab School, молодой человек Илья Егоров, ученик 11 класса Саха-политехнического лицея города Якутска, лауреат первой степени Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» и прекрасные девушки. Слепцова Евгения, ученица 11 класса Саха-политехнического лицея, обладатель золотой медали Международной научно-практической конференции молодежи Азиатско-Тихоокеанского региона. И Павлова Катерина, ученица 10 класса Саха-политехнического лицея, лауреат Республиканской научно-политической конференции «Шаг в будущее». Вот Доброе одни лауреаты у нас сегодня сидят. Валентин, ну вам, как руководителю, естественно, первый вопрос. А что же такое зеленая лаборатория? Чем занимаетесь? Зеленая лаборатория – это вообще инновационное предприятие при технопарке и Сколково. Мы занимаемся разработкой оборудования для выращивания растений прям дома, ну, это гидропоника. То есть это вот подвесные, да, такие конструкции? Да, главное, чтобы не в земле это все происходило. Вот, и мы начали использовать это оборудование для обучения детей, чтобы именно провести эксперимент научно-практический, вот, чтобы, ну, там разные темы есть, например, там подбор субстрата для того, чтобы все выросло как можно быстрее. Понятно. Вот. И Green Lab School это мы организовали этот проект как дополнительное образование для детей. Хорошо, а дети какого возраста могут у вас заниматься? Вот только выпускники или помладше? Нет, мы можем помладше, ну, все школьники. До 5 класса у нас больше как факультатив, как там больше такие как занятия несерьезные как для детей. Ну, юнат, да, кружок, да? Да, юнат, кружок. Ну, да. Вот, с 5 по 8 класс там уже занимаемся определенными кейсами, научными работами, вот, и они постепенно выбирают тему, которая им близка, вот, и в 11-10 классе они уже прям научную работу обязаны защищать. Вот, собственно, на шаге в будущее. Да, Катарина, расскажи, как проходит работа, какие-то нормы, может, ведутся или что-нибудь еще? В гидропонной установке мы проводим опыты. Наши руководители специально для нас подбирают такие проблемы, которые актуальны в наше время, и также учитывают наши интересы. Затем мы проводим эти эксперименты, пишем реферат, и, конечно, как в каждой работе у нас мы выдвигаем гипотезу, ставим перед собой цели, задачи, и по результатам эксперимента делаем выводы. Хорошо. Ну, вот, например, последняя работа, да? Да. Это интереснейшая. Какая как звучит точно название твоей научной работы? Слушайте. Выявление оптимального расстояния между высевной площадью и двухспектральными светодиодными светильниками для выращивания зелени в гидропонной установке методом светокультуры. О, боже, как так, все сложно. Женя, про зелень. Я попытаюсь, я даже, по-моему, не запомнила всю формулировку. Звучит, конечно, для обычных людей страшновато, но на деле суть какая этой работы? Мы в гидропонной установке, да, у нас 2 яруса. В одном ярусе 20 сантиметров, это расстояние между высевной площадью и светодиодами. То есть между ростками, да? Да, между светодиодом, то есть и растениями. А в другом ярусе 30. И мы смотрим, в каком расстоянии лучше растут растения, зелень. Что лучше, как лучше. Максим, я знаю, что Катарина до эфира очень просила дать ей буквально 15 секунд, чтобы передать привет. Я передаю привет своим родным и хочу пожелать вам хорошего дня. И, конечно же, если меня смотрят мои руководители, то здравствуйте, Галина Никитина, Людмила Леонидовна. Очень мило. Да, и вопрос дали к Евгению. Вы участвовали в научно-практической конференции и получили золотую медаль. Евгения, с каким проектом, перед кем защищалась и как это происходило? Мой проект заключался в выборе оптимального субстрата для выращивания растений в вертикальных фермах. То есть субстрат, да, это замена почвы для гидропоники, то есть вертикальной фермы. То есть там растет зелень, мы выбираем оптимальную замену почвы. Да, все что угодно, мы в основном растим салаты из-за того, что у нас больше там... больше опыта для их выращивания. Но теоретически можно выращивать, по идее, все. Для этого нужно подобрать правильную почву. Ты защищал этот проект на английском языке. Насколько это было сложно? Как ты учила всю эту терминологию? Пришлось ли, может быть, нанимать репетитора, чтобы подготовиться? Мне помогали научный руководитель и мой учитель по английскому.
Ну, мы, конечно, подучили термины, и это было сложно, но я успела выучить английский язык к тому времени. И вот... Ну, рассказала довольно-таки, наверное, свободно. Конечно, золотая медаль. Ну, они меня поняли, их эта тема заинтересовала. Да, что ты получила золотую медаль. Хорошо. Илья, наконец-то до тебя дошла очередь. Я знаю, что ты пришел в лабораторию 4 года назад, еще в средние классы. Скажи, ты тогда был фанатом биологии или просто пришел ради интереса? Да, как предмет биологии меня давно еще увлекало, в принципе. И как ты попал в лабораторию? Ну, значит, ко мне подошел учитель биологии, и так прямо так интересно сразу предложила проект мне и моему однокласснику. Подумала, вот сейчас гидропонику у нас остановили, есть такие неплохие перспективы там поучаствовать в различных конференциях, там достижения. Ну, я взвесил и подумал, почему нет, собственно. Хорошо. Ты в дальнейшем планируешь быть биологом, скажем так, ученым или? Я планирую стать экономистом, в принципе. Вот более окончательно взвешенный выбор профессии для меня, это до сих пор остается открытой темой. Но за это время я успел полностью осознать то, что вот все эти занятия гидропоникой, выступления перед различными экспертами, встречи с новыми членами, они позволили мне понять то, что я хочу связать свою работу с людьми в первую очередь. Не всегда наука это значит скучно, это может быть даже и прибыльно. Валентин, ну и в конце нашей беседы, наверное, такой важный вопрос, да, с какими результатами вы сейчас? Ну, главное то, что мы научили детей осмысленно защищать свои работы последовательно. То есть, когда защищаются, они прям продумывают каждый свой ответ. Вот. Ну, вот золотые медали. И перспективы на будущее, верно? Да, мы будем в апреле делать новый набор. Вот, и будем готовиться к следующему учебному году. Замечательно. Спасибо большое, что пришли к нам. И дальнейших вам успехов. Что ж, не переключайтесь. Мы на короткий перерыв. Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. С вами передача «Новый день». Да, сегодня понедельник, самое утро. Я думаю, самое время напомнить, какая погода ждет нас сегодня. Итак, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем в центральных улусах ожидается 19-28 ниже 0, в Заречных минус 23, минус 39, в южной группе улусов минус 11, минус 15, в Вилюйских минус 7, минус 18, в Нижнеленских улусах минус 24, минус 28, в западных минус 6, минус 10, в Колымо-Индигирских минус 31, минус 38, а в Янской группе улусов минус 35, минус 41 и на северо-западе минус 28, минус 31. В городе Якутске в 6 утра было минус 33 градуса, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер восточный 2,5 метров в секунду и, внимание, днем ожидается минус 27, минус 29. Такая погода ждет нас на сегодня. И вот пришло одно сообщение, я просто не могу не перечитать. Сердечно поздравляем нашу маму, бабушку Марию Михайловну Алексееву, долгожителя, ветерана тыла и труда. Многодетная, любимая, поздравляем с юбилеем, желаем крепкого здоровья, самые добрые пожелания. Живи долго, счастливо, любим, уважаем. Из Майи Сидоровой. Просили передать. Так, далее я бы хотел, чтобы телезрители взяли в руки телефоны и включили калькуляторы, потому что мы будем сейчас считать калории. Мы приведем в пример формулу Харриса-Бенедикта. Первоначальная версия формулы для расчета нормы калорий была определена эмпирическим путем и представлена в 1919 году учеными-антропологами Джеймсом Артуром Харрисом и Франсисом Гона-Бенедиктом. Для составления формулы ученые исследовали 239 испытуемых разных полов и возрастов с различным процентом жира в организме. Формула была пересмотрена и уточнена в 1984 году. Итак, вы смотрите в углу экрана формулу. Так, для определения полной потребности организма в энергии и калориях нужно умножить BMR, соответствующим вашему полу, возрасту и весу, на коэффициент дневной активности. В свою очередь, этот коэффициент определяется в зависимости от уровня физической активности в рамках недели. Важно отметить, что именно в коэффициенте активности скрывается главная проблема любой формулы расчета калорий. После точного расчета уровня базового метаболизма необходимо умножить эту цифру на ваш индивидуальный коэффициент активности, варьирующийся от 1,2 до 1,9.
Классическая формула Харриса-Бенедикта для расчета суточной нормы калорий разделяется лишь на 5 типов физической активности. Минимальный уровень, никаких физических нагрузок. Низкий уровень, физические нагрузки от 1 до 3 раза в неделю. Средний уровень от 3 до 5 дней в неделю. Высокий уровень от 6 и 7. И очень высокий уровень тренировки чаще, чем раз в день. Более четкой градации не предположено. Ну и вот, как вы посмотрите, мы представили в пример мужчину 25 лет с ростом 170 сантиметров и весом 72 килограмма. Если мы посчитаем его BMR, он составляет 1765 килокалорий. Что ж, и он занимается спортом 3 раза в неделю. Получается, его коэффициент составляет 1,55. И что в итоге выходит? Суточная норма потребления калорий у него составляет 2735. Как и у женщины 25 лет, ростом 72 сантиметров, 50 килограмм, у нее BMR составляет 1333. Так как она занимается спортом 3 раза в неделю, в остальные дни работает в офисе, у нее коэффициент составляет 1,7. И общие килокалории составляют 2229. Что же, хотели бы сказать, что эта градация совсем не точная, да, и от погоды, от внешних факторов, от занятости, от усталости калории могут варьироваться от 200 до 300 килокалорий. Ну и как говорил мой преподаватель физической культуры в школе, из-за стола нужно вставать с чувством благородного недоедания. Тогда все будет хорошо. Друзья, но мы продолжаем наш эфир, и сейчас я предлагаю вам ознакомиться с сюжетом про Эдуарда Браговского. Мастер сюжетно-тематической картины, тонкий психолог, портретист, пейзажист. Портреты, написанные им, это не просто модели, сидящие в застывших позах. На холсте люди, живущие полной внутренней жизнью, увиденные как будто бы скрытой камерой. О фондах Национального художественного музея представлен один из портретов Браговского. Эдуард Браговский родился в 1923 году в Тбилиси в семье военного. А в 1927 году семья переехала в Москву, и вот там он впервые, еще мальчиком, со своим другом попал в Третьяковскую галерею. И это послужило выбором его жизненного пути. Он стал художником. А в 13 лет он уже получил премию от нашего любимого журнала «Юный художник». 40-е годы, военное время оставило такой тяжелый след в его судьбе. Во время эвакуации он потерял мать, он помогал партизанам, он служил в Красной армии и окончил учебу в Московском институте в 1953 году у профессора Котова. Еще во время студенчества он развивал свое цветовое мышление, он работал над проблемами колористическими. И, будучи студентом, выставляясь на выставках, он обращал на себя внимание своим даром колориста, своей такой темпераментной живописью, своей свободой письма. И раскрывался он как мастер во многих жанрах, он был очень многогранен. Будь то портрет, пейзаж, натюрморт или какой-то сюжет композиционный, но везде угадывался дар большого колориста. И зрители всегда останавливались возле его картин. Дело в том, что он обычный сюжет, он поэтизировал, какими-то красками его наполнял, очень светлыми. И вот даже в этой работе «Девушка за чаем» обычный сюжет, но вся эта картина, она освещена, каждый предмет освещен. И я бы даже назвала, наверное, «Мир без войны». Он очень гордился тем, что относился к племени шестидесятников. Это время оттепели, когда художники стояли на пути развития нового отечественного искусства. Ну а сам Браговский, он продолжал и стоял на пути развития русского искусства, продолжал эти пути. Его работы хранятся в собраниях Третьяковской галереи, вот откуда он и начинал, в Русском музее.
во многих частных коллекциях. Ну и что ж, вишенка на торте сегодняшнего выпуска. У нас в гостях Изабелла Егоровна, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, режиссер, балетмейстер оригинального конкурса красоты «Мисс Республика Саха-Якутия». И, конечно же, Лилия Корякина, «Мисс Республика Саха-Якутия». Доброе утро, поздравляем вас! Отличные результаты. Смотрели в пятницу трансляцию, следили, переживали. Да. Первый вопрос я забыла вам, конечно, да? Каждый год проводить такое масштабное мероприятие, да. когда столько красавиц на сцене, должно быть такой уровень, такое шоу. Как каждый год идеи-то рождаются? Ну, на самом деле, доброе утро, дорогие якутяне. И на самом деле, вообще, да, цель конкурса, конечно, выбрать королеву. И для меня, ну, безусловно, оригинальный конкурс красоты «Мисс Республика Саха-Якутия» является, ну, как бы визитной карточкой, куда мы на Россию отправляем самую красивую и самую достойную девушку. Но для меня, как для режиссера-постановщика, моя сверхзадача была раскрыть не только показать красоту наших красавиц, да, они, безусловно, все 27 были, безусловно, были очаровательны, но и, безусловно, открыть духовную составляющую, да? Конечно. Духовную составляющую. И для меня, как для режиссера, я решила взять символ духовного составляющего искут. Да? Это и якут, боркут, и салгынкут, раскрывающие стороны якутского, да, якутская девушка — это связь с предками, это, безусловно, связь с землей, это, безусловно, почитание и соблюдение наших традиций, и буквально начиная от сценария, от экспозиции и сквозной линии у нас проходила, раскрывалась тема искут, и, безусловно, она присутствовала в нашей шикарной сценографии. В этот раз вы довольны своей работой? Безусловно, да, безусловно, Или как да. перфекционист, знаете, что можно еще лучше Но сделать? на самом деле для меня завершение какого-либо проекта, это, безусловно, на завтрашнее утро, это микросмерть. Я очень боюсь просыпаться на утро, потому что на самом деле это пустота. Но на данный момент, когда я утром проснулась на субботнее утро, я абсолютно чувствовала душевный подъем, и я была абсолютно наполнена духовно, потому что, безусловно, наша Лилия, ну, это, безусловно, бриллиант нашей красоты. Ну, давайте перейдем к бриллианту, да? К нашему бриллианту. Ну, скажи мне, как ты сильно волновалась? Безумно, просто не передать словами, насколько сильно я волновалась. Я в день финала даже не верила, что это конец. Я думала, Вообще спала накануне? Нет, это было невозможно, я просто провела ночь как-то в раздумьях, в волнениях. Расскажи о себе. Да. Ну, меня зовут Лилия Корякина, всех поприветствую. Мне 20 лет, учусь на 3-м курсе в Московском университете РГГУ на социологическом факультете пиар и маркетинг. Вот, дальше, в дальнейшем хочу продолжить учебу. Также прохожу стажировку в компании по продаже недвижимости Colors. Вот, в свободное время, да, увлекаюсь там музыкой, как все обычные люди. Хорошо. Огромнейший результат. Ты действительно стала лучшей из лучших, красивейшей из красивейших. Но на этом ведь, скажем так, не финал. Ты идешь на Мисс Россия. Когда он состоится и как ты будешь готовиться? Да, это огромная честь. Мисс Россия состоится как раз в апреле, и будет вестись усиленная подготовка именно к конкурсу самому. То есть и духовно, и физически. Опять стресс? Ты готова? Я готова. Я могу сказать уверенно, что я стрессоустойчивый человек. Вот, поэтому я обещаю, что никого не подведу. Вот. Хорошо. Да, и вот кроме физических, конечно же, упражнений, там, да, подготовки, естественно, нужно развивать и свой ум, да, я считаю. Конечно, согласна. Да, там Стрессоустойчивость. Как себя подавать? Да. Буквально пару советов нашим телезрителям, если им предстоит какое-то мероприятие на сцене, доклад или еще что-то. Как не растеряться? Ну, в первую очередь, я думаю, нужно быть собой, все равно не забывать про свою внутреннюю энергию, да, силу, которая таится внутри вас. Просто нужно ощутить, и, как говорила Изабелла всегда, это нужно установить контакт со зрителем, потому что зритель, он безумно благодарный. Ты когда встречаешь их, видишь, улыбаешься, они тебе дают вот эту же ответную энергию. Зеркалят. Да, зеркалят и проецируют то же самое. Поэтому ну что ж, безумно. спасибо Поздравляем большое, еще что раз, пришли к нам. Изабелла, вам за праздник, Лилия, вам за красоту и успехов на Мисс Россия. Ну что ж, наши телезрители, к сожалению, наш эфир закончился. Увидимся завтра.
Хорошего дня вам.